Когда в дом приходит беда, люди используют все возможное, чтобы ее решить. Особенно, если это касается близкого человека. 1,5 года назад у Елизаветы Перловской обнаружили онкологическое заболевание. Девушку может спасти только особый дорогостоящий вид терапии, который делают за границей. Каждый из нас может помочь Лизе. Для этого нужно собрать необходимую сумму в размере $200 000. Шпиц по имени Персик не отходит от своей хозяйки ни на шаг, как будто понимая, что сейчас ей нелегко физически и морально. 1,5 года назад в семью пришла беда. У молодой девушки обнаружили лимфому. Лиза училась в Санкт-Петербурге, когда начался кашель, и все думали, что это просто простуда. Там врачи не смогли ничем помочь и отправили пациентку наблюдаться по месту жительства. Сказали, помогли, чем смогли, езжайте в регион, в республику. Вы житель республики Саха, езжайте к себе в республику. У нас больше нечего вам предложить. Все, что у нас было в арсенале, мы вам дали. Ну, к сожалению, не наступило исцеление, лечение. Оно прошло, но оно не оказало должного эффекта, которого ожидали врачи. Лиза прошла 2 линии химиотерапии, каждая по несколько курсов. Принимала противоопухолевые препараты, но это лишь сдерживающая терапия. Единственное, что сейчас может помочь, это так называемая CAR-T-терапия, которая проводится в Америке, Европе и в Китае. Китай близко, но закрыт. Европа рядом, но дорогая. Насколько дорогая? Мы связались с консультантами клиники Шиба в Израиле. Она огласила нам цену, это $200 000. И как бы не предел, потому что будет дальше по состоянию. Может быть, будет даже 250 000, да? Когда они будут проводить эту терапию. Она не проводится 1 день, она ведется 1,5-2 месяца. Это новые технологии, которые требуют времени, работы с кровью. В общем, сложная система. В России ее нет. Терапия CAR-T-клетками – это инновационный метод лечения определенных типов рака крови, при котором собственные лейкоциты пациента генетически программируются на уничтожение раковых клеток. Сейчас все денежные средства в семье идут на лечение. Поддержку семье оказывают бывшие одноклассники и учителя Елизаветы. Но собранной суммы пока недостаточно, чтобы справиться с болезнью. Лиза училась в гимназии с 1 класса. Девочка всегда отличалась жизнерадостностью своей, отличалась тем, что может прийти на помощь. Лиза борец, и в настоящее время ей нужна наша помощь. Лизе 22 года. Она всегда была активной и жизнерадостной. Посещала музыкальную школу, рисовала, занималась фигурным катанием и участвовала во всех общественных и культурных мероприятиях. Лиза любит жизнь. Она мечтает закончить институт и получить профессию. Несмотря на страшный диагноз, она не теряет надежды. Давайте поможем этой хрупкой девушке выжить и исполнить ее мечты. Банковские реквизиты, на которые можно перевести денежные средства, вы видите на своих экранах. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри.